Еще раз добрый день. Сегодня мы проводим итоговое совещание. И итоговое совещание проводит Владимир Долг о проекте поддержки местных специалистов. Хочу сказать, что эта программа она работает с 2014 года, наш год присоединился с 2016 года. В 2016 году мы всего уходили с одним проектом, и один проект у нас выиграл. В 2017 году 6 проектов, в 2018 11, в 2019 42. Самый результативный у нас был прошлый год. Было выиграно 43 проекта по программе поддержки местных инициатив. Хочу сказать, что в этом году Республика запустила этот конкурс, и вновь все жители нашего города реально в течение года реализуется, вновь изъявил желание принять участие. Поэтому от кого выступать, итоговое собрание у нас было 9 депутатских корпусов, депутаты будут работать итоговое собрание и представители администрации будут, потому что здесь мы с вами итоговое собрание должны представить все определенные участные точки. Если что-то непонятно, значит, мы будем задать вопросы на эти вопросы в кучу. Значит, итоговое собрание предусматривает 6 или 5 пунктов порядочных, которые мы должны с вами обязательно пройти. Вот так вот, должны сами голосовать, обязательно решить вопрос. Дальше председателя сегодняшнего итогового собрания предлагаю свою кандидатуру, что не знаю, как будет ответом, на вопрос вопросов. И нужен будет секретарь, кто-то из присутствующих. Галина Делишбутовна. Делишбутовна. Пожалуйста. Тогда смотрите. Хорошо, Делишбутовна. Тогда давайте мы за каждую процедуру, которую я буду озвучивать, мы с вами должны проголосовать. Кто-то должен быть председателем, и Делишбутовна была у нас секретарем. Подождите ручки, потому что все это фиксируется. Хорошо, спасибо, что вы занимаетесь. Хочу сказать, что у нас это итоговое совещание, обязательно у нас ведется видеосъемка, потому что это конкурсный материал, мы будем прикладывать обязательно, ведется фотографирование. Если у вас разница между проектом и видеосъемку, тоже прикладывается конкурсный материал. Вопросы у нас будут разные, поэтому по некоторым вопросам, когда мы будем говорить, ставить на голосование, если вы все поднимаете руки и видите, что вы голосуете единогласно, давайте договоримся так. Я буду говорить, что принято единогласно. У нас насчитать не будет, потому что каждый из вас внизу, наверное, проходил регистрацию. Согласны? Если, допустим, по каким-то программам у нас должны будут озвучены голоса будут делиться, то для этого мы сейчас с вами выберем нашу счетную комиссию, которая будет с нами работать и подсчитывать ваши голоса. Думаю, не так много у нас людей в зале, поэтому можно, наверное, 2 или 3 человека предложить в счетную комиссию. Предлагайте, пожалуйста, кого включить в счетную комиссию? Гульфира Рафаэловна. Гульфира Рафаэловна. Я Вална. Две кандидатуры хватит или нет? Каждого в отдельности я не буду ставить на голосование. Пожалуйста, встаньте, чтобы на вас посмотрели. Представители счетной палаты будут у нас работать. Кто за то, чтобы это милые женщины вели счетную палату? Прошу проголосовать. Принято единогласно. Пожалуйста, счетная комиссия, когда возникают вопросы, буду я ставить на голосование, вы встаете и просчитываете. Разделите следующую правую зону, вы тогда левую. Протокол полностью все записывает. Так, мы с вами определились уже, значит, мы с вами определились председателем, секретарем, мы с вами определились с тем, кто у нас будет считать наши голоса. Теперь следующий вопрос, который хотела бы озвучить. Все ли вы добровольно решили принять участие в программе поддержки местных инициатив? Есть ли желание принимать участие? Сейчас я ставлю голосование «да», «нет». Будем принимать участие в программе поддержки местных инициатив? Да? Конечно. Тогда принимаем, фиксируем. Значит, хорошо, спасибо. Принимаем участие. Следующий вопрос, который я хотела бы озвучить, это, значит, мы должны с вами уже определиться с теми проектами, с которыми вы пойдете на конкурс. Что были предварительные собрания, были одни предложения, выступали другие,
такой у нас окончательный проект пойдет под квартирного дома. Поэтому сейчас, пожалуйста, озвучьте, пожалуйста, те проекты, которые вы хотели бы выйти по конкурсу 2021 года. Смотрите, есть такие проекты? Давайте. Замена окон деревянных на пластиковые. Так, первое, значит, у нас поступило предложение, это замена деревянных конструкций на пластиковые, так, образовательного учреждения школы номер 13, да, из Башкирского лицея имени Мадама Мирбаева. Так, это первое предложение. Еще есть предложение? Покупка музыкальной аппаратуры. Так, хорошо, пишем покупка или приобретение, да, приобретение музыкального аппаратуры. И тоже, наверное, да, лицей имени Рамазана Мирбаева. Хорошо, еще есть предложение? Парковка прилегающей территории. Благоустройство, да, наверное? Благоустройство парковки прилегающей территории. Еще? Так, ну все, если, значит, мы определили с вами предложение, хочу сказать, что каждое ваше выдвинутое предложение я буду ставить на голосование. Большинством голосов, какой проект наберет больше всего голосов, тот у нас становится победителем. Вы, наверное, вы помните по результатам и прошлых собраний. Ну и так, давайте начнем с самого последнего, да, это благоустройство парковочной территории у здания образовательного учреждения лицея имени Рамазана Мирбаева. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Счетная комиссия считает. Так, 2 голоса. 3, да? 3 голоса. Хорошо. Дальше, следующее. Это, значит, приобретение музыкальной аппаратуры. Пожалуйста, кто за это предложение счетная комиссия считает? Уважаемые жители, каждый из вас имеет право проголосовать только один раз за один проект. Если вы уже проголосовали, значит, на второй раз вы голосуете. Сколько? 3. Хорошо. Протокол у нас фиксируем. И следующее первое предложение, которое у нас прозвучало, это замена деревянных окон на пластиковые. Кто за данное предложение? Считайте тоже. Хорошо? 31. 11 спрашивали. Всего 28 читали. Всего 20. Хорошо, итак, большинство голосов проходит наше предложение, ответственное проект, это замена деревянных окон на пластиковые. Следующий пункт, который мы с вами должны разобрать, у нас проект есть, но тут над этим проектом должны работать. Нам нужна инициативная группа. Кого вы предлагаете включить в работу инициативной группы? Наверное, по-моему, знаете, инициативная группа берет на себя все. Берет проект, смотрит, как это выполняет работу, как мы выполняем какую-то информацию по каждому дома до жильцов. Смотрит за качеством. Вот эту всю работу ведет инициативная группа. И в конце уже, когда проект, допустим, прошел, он сдан, вот они стоят, у вас окна проходят, вот наш проект, вот они реализуют, смотрите. И вот они отваливаются, все там делается. Для этого нам нужна инициативная группа. Кого вы предлагаете включить в инициативную группу в данный проект? Пожалуйста. Видишь, удобно. Мирбаева вчера Мирбаева. Да, вчера команда немножко приболела, но она не смогла. Но я думаю, она должна с удовольствием. Сейчас вам еще. Ранее Айдарович. И еще
Инициативную группу прошу вас сдать. А жителей прошу проголосовать. Каждого из вас по отдельности я называю группу, голосуем полностью за эту инициативную группу. Кто за то, чтобы данная инициативная группа вела прошу проголосовать. Нет, я смотрю, что принято единогласно, да. Принято единогласно. Спасибо большое. Инициативная группа по окончании собрания останутся. Значит, распределят уже свои роли, посмотрят по этому проекту, по стоимости и так далее. Так, мы с вами с проектом определились. Теперь, любой проект, он предусматривает финансирование. Могу сказать, что программе поддержки некоторых инициатив 4 источника финансирования. Самая большая часть, 65% берет на себя бюджет, 15% берет на себя муниципальное финансирование, 10% это деньги вузов. Это тоже над этим будет работать инициативная группа по этой причине. И 10% это средства от населения. Предварительно уже раз вы работали над этим проектом замена деревянных окон на пластиковые, скажите, пожалуйста, в какую сумму ваш проект обходится? Проект обсуждали, примерно заводить за 350 рублей собрать. Это у вас от населения, да, 350 рублей. С каждой квартиры 350 рублей. Хорошо. А проект сам во сколько обходится? 600 тысяч. Значит, 600 тысяч. Если посмотреть, то, значит, из 600 тысяч республика берет 15%, муниципалитет 15%, 10% спонсоры и 350 это вклад от населения, с каждой квартиры. Есть еще предложения, вот 350 вклад от населения. Еще есть какие-то предложения от населения, какую сумму вносить? Если нет, то на голосование я приемлемо. Хорошо, тогда, значит, сумму 350 я ставлю на голосование. Кто за то, чтобы взнос от населения в каждой квартире составлял 350 рублей? Прошу проголосовать. Счетная комиссия, считайте. Я поняла, что принято единогласно, да? Никаких возражений было. Хорошо, тогда мы взнос от населения фиксируем 350 рублей. И последний, наверное, вопрос, который я хотела бы вам задать. Если это окна, если, допустим, начнутся вот эти все процедуры и так далее, будет экономия. Будет это 5 тысяч, 10 тысяч и так далее. Но экономия всегда бывает. Есть два варианта использования сэкономленных денег. Первое, значит, вы оставляете эти сэкономленные деньги подушкой безопасности на 22 год, если даже принимаете честно. И второй вариант, вы также используете в ремонтных работах этого 21 года. Где-то что-то там ручки добавить или еще что-то и так далее. Сэкономленные деньги пойдут на 21 год. Или сэкономленные деньги финансовой поддержки пойдут у вас на 22 год. Подумайте сейчас, как вы будете распоряжаться, потому что сегодня мы с вами должны принять решение по сэкономленным остаткам. Кто за то, чтобы ваши остатки использовать в 2021 году в проекте замены по деревянным окнам на пластиковые? Если будут остатки, я вам сказала, если будут остатки, если будет экономия, то значит вы эту экономию также пускаете дает лично вот. Принято единогласно. Хорошо. Ну что ж, уважаемые жители, процедуру мы с вами завершили, все по пунктам прошли. Протокол обязательно ведется. Инициативную группу, она датируется еще. Скажет все, назовет все свои фамилии, укажет свой телефон, потому что они не будут для работы. С вами на связь будет выходить Литва и спрашивать, чем вы занимаетесь, чтобы вы уже четко смогли отвечать, чем вы занимаетесь. Не со стороны наблюдаем, а как вы говорите. Есть ко мне, как председатель сегодняшнего собрания, какие-то вопросы? Я единственное еще не озвучила. Деньги собираем только после того, когда вы увидели свой проект победитель, когда вы увидели адекватный главу республики, который ваш проект отдан адекватированному дому, если только после этого начинается от регистрации. И спонсоров, и от населения, и потом уже подаете в институт, что вы выиграли свои задачи. Вот, дайте нам, пожалуйста, 15%. Все. И потом уже начинаем реализовывать.
всем вам за это большое-большое спасибо. И желаю удачи.